Сегодня 12 сентября. Значит, Веденский район, село Дорого. Завершаем развертывание лагеря. Модули полностью раздуты. Сейчас идет процесс передвижений. Значит, находимся на территории школы сельской. Вот. Передвижной медицинский комплекс, маммограф, флюорограф. Он у нас уже стоит. Из Веденской больницы пригнали флюорограф цифровой. Вот он. И вот медицинский комплекс, который мы определили под акушер-гинекологов. Значит, вот так, чтобы никто не мешал, мы его решили поставить вот так. Лагерь практически на 80% готов к приему специалистов. Надеемся, завтра утром все приедут и с утра приступим к работе. Погода отменная, все хорошо. Значит, подводка света, вода на территории. В общем, вот такие вот у нас прогрессивные дела. Assalamu alaikum veceri. Arkadaşlar delam mostri şey doğuşta sprayuk şeş boş. Halberkin hayiş bok. Şüta tundela taqayqan bir san veceri. Yaqayqan sahir bu müjgi matta onda elçi. Maslarına khayta tatbolçana nohçimot bitbella. С каких это пор русские фашисты заботятся о чеченских детях? Жители Чечни встревожены из-за всеобщей вакцинации. На данный момент в оккупированной Чечне проводят плановую вакцинацию населения. Местные жители рассылают по WhatsApp, звонят по телефону всем знакомым, что из Москвы прибыла группа якобы специалистов из 40 человек. Некие специалисты, которые организовали массовую вакцинацию местных жителей, якобы от полиомиелита. Люди крайне обеспокоены, так как до сих пор, несмотря на кровопролитную войну и разрушение населению, Чечни не угрожал вирус полиомиелит. Детей после рождения прививали по стандартной методике вроде бы, а тут на тебя вдруг потребовалась тотальная вакцинация. Людей заставляют делать прививки, особенно детям, независимо от возраста. Между тем, люди не верят специалистам, тем более русским фашистам, и опасаются, зная их подлость, коварство и жестокости. Что под видом вакцинации пытаются провести стерилизацию населения с целью снижения рождаемости в Ичкерии. На данный момент Республика Ичкерия с высокой рождаемостью благодаря Всевышнему. У людей еще свежи в памяти истории массового отравления чеченских девушек в школах в Щелковском районе, отравление источника питьевой воды в село Ишхаюшти, разбрасывание по улицам отравленных конфет и много другое. Местные жители отказывают от вакцинации, несмотря на угрозы марионеточной власти. А власть угрожает тем, что детей не будут обучать в школах, детей не будут принимать в садик, пенсии и пособия не будут выплачивать, будут увольнять с работы и так далее и тому подобное. А сами марионетки России не делают прививки ни себе, ни своим детям. А эту банду из 40 человек возглавляет полковник ФСБ Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России, и замминистра здравоохранения Сергей Краев. Это так называемые руководители встретились с пехотинцем Путина Кадыровым. Слушая их внимательно, Кадыров сначала был в шоке и недоумении, он был в растерянности, но все-таки согласился на их предложение, так как ему деваться некуда. Он же верный пехотинец Путина. Когда Кадыров согласился, Анна Попова даже засмеялась ехидной улыбочкой. Анна Попова объяснила суть этой работы вкратце. Сначала надо привлечь местное духовенство учителей к этой работе. Можно подумать, эта мразь так переживает за здоровье чеченских детей. Она привезла достаточное количество вакцины Пентаксима, хотя в России не хватает, но она хватит для всей населения Ичкерии. И плюс пригнали 3 автомашины, вездеходы с немецким оборудованием. Эти машины якобы будут хорошо проходить по горным местам, где бездорожье.
как в прошлом они проходили в 1944 году, когда выселяли чеченцев. Что меня удивляет, какие заботливые стали это русские фашисты, как они боятся и переживают за наших детей и за их здоровье. Наверное, они думают, что чеченцы забыли про 44 год, 94 год, 99 год и по сей день. В случае село Самашка, как по приказу генерала Романа, он же полковник Антонов, расстреляли целый класс детей и подвешивали колючую проволоку на газовой трубе. И как 15-летнему мальчику